Все знают эту поговорку. Две главные проблемы России – дураки и дороги. Сейчас вроде начали решать вторую проблему. С первой сложнее. Но об этом позже. Новая трасса М-12 – это, конечно, долгожданное событие для многих регионов России. И прежде всего для Татарстана. Кто знает, тот поймет. 15-часовая дорога из Москвы в Казань с каким-нибудь грузом сегодня – это, кромешный ад. Приезжаешь домой с ощущением, что побывал в центрифуге или маслобойке, выжатый до конца. Я уже промолчу про удобство вдоль трассы. Это отдельная история, не очень лицеприятная. Любая цивилизация начинается с дороги. Вспомните историю могущества Римской империи. По древнеримским трассам и сегодня во многих местах проложены современные магистрали, расположение и точность координат которых до сих пор вызывает удивление у современных строителей. Но вернемся к М-12. Необходимость этого транспортного коридора ни у кого не вызывает сомнений. Только одно «но» есть у противников. Главное, не рядом со мной. Если рядом с соседом, то можно. Рядом с моим огородом, просто никак. Тема эта стара как мир. Ничего здесь удивительного нет. В прошлой программе мы рассказали, как рады жители Кайбецкого района, что по их землям пройдет новая трасса, а с ней придут цивилизации и новые рабочие места. Но правый берег Волги и левый – это практически две разные планеты, соединить которые будет очень трудно. Мы это поняли после прошлой программы, когда на нас обрушился поток негативных откликов от тех, чей огород затронет новая трасса. Они утверждают, что не только в Лаишевском, но и в Кайбецком районе много противников магистрали. Ответ через экран всем критикам даю простой. Докажите обратное, мы будем признательны и выслушаем все точки зрения. Одно знаю точно и определенно. Плотность населения в республике такова, что не задеть чьи-либо интересы при строительстве практически невозможно. Если, конечно, не строить новую магистраль по форме трассы для Формулы-1 с восьмерками и загогулинами. Наша задача сегодня проще – показать, как обстоят дела на данном этапе. Давайте подойдем к матушке Волге. На этой неделе мы вроде бы окончательно выяснили, что мост все-таки будет вот здесь, у села Гребени. Изначально предполагалось, что он будет южнее, вот здесь, у села Кызыл-Байрак. И вот вариант прохождения трассы, который принят на настоящий момент. Трасса выходит на Лаишевский берег в районе Светлый, но не задевает его, проходя поблизости. Здесь подлежат сносу несколько строений базы «Актер». Далее трасса проходит через Орловское сельское поселение, практически разрезая его надвое. Идет севернее Тарлашей, огибает также Пегали, Сапугали и выходит на Оренбургский тракт в районе села Каипы, немного к северу от него. У несогласных есть, конечно, свой альтернативный вариант трассировки. Вот он. Фактически это тот самый первый вариант со строительством моста у Кызыл-Байрака.